Сегодня в Крыму в гостинице «Ялта» «Интурист» собрались предприниматели и те, кто только планирует начать свой бизнес. Ведь сегодня здесь проходит главное событие этой осени. Это конференция «Бизнес-комьюнити 2.0», организованная известным юристом, блогером, основателем онлайн-школы «Ваш референт» Рианой Османовой. Главная тема «Бизнес-комьюнити 2.0» – это бизнес именно в 2026 году. Перезагрузка, мотивация и рост. То есть сегодня мы в первую очередь разбираемся с тем, что же нас ждет в 2026 году. Это и спикеры со стороны налоговой, это и спикеры, бизнес-тренеры сертифицированные, а также психолог, который помогает, например, разобраться с реалистичностью поставленных целей нашими предпринимателями. И, конечно, это юридические разборы от нашей онлайн-школы и от других спикеров, которые у нас сегодня приглашены. Каждый бизнес – это всегда люди, процессы и результат, а значит, нужны и продажи. И моя тема как раз-таки направлена на те инструменты, которые помогут посмотреть на систему продаж под другим углом. Я надеюсь вдохновиться и начать действовать. Нам нужно понимать, куда мы хотим прийти через 10-20 лет. Мы должны хотя бы ориентироваться на те горизонты, которые есть. Сегодняшние реалии, новости, новые законы натолкнули меня на то, что будет полезно для предпринимателей сделать выводы на основании ошибок тех, кто их уже сделал и понес за них ответственность. Поэтому сегодня я проведу дайджест на основе медийных публичных дел. Сегодняшний мой доклад называется «Порядок бьет класс». Он посвящен теме системности бизнеса. И что талантливый сотрудник, если не будет необходимой системы, которая усиливает его возможности, которая автоматизирует его работу, которая делает его сильней, вот такой вот сильный сотрудник становится средним или слабым, если нет такой системы. И наоборот, новичок становится средним сотрудником, который обеспечивает те процессы, без которого бизнес не сможет расти. Я рассказывал, как внедрять искусственный интеллект и насколько важно сегодня его использовать, но это ни в коем случае не заменит человека. В первую очередь это инструмент, который помогает экспертам использовать и экономить самый ценный наш ресурс – это время. Сегодняшняя бизнес-комьюнити объединила более 400 предпринимателей и будущих предпринимателей. Программа включает не только выступления спикеров, но и розыгрыши подарков от наших партнеров, которые тоже являются нашими крымскими предпринимателями. И вот так мы друг друга поддерживаем. Сертификат на покупку квартиры в новострое на сумму 150 тысяч рублей. Начинаем. Номер 99. Мы вас ждем с удовольствием в своем агентстве недвижимости. Подобные мероприятия в Крыму – это очень хорошая идея. Молодежь собирается, все предприниматели обмениваются опытом, знакомствами. Эти мероприятия способствуют продвижению бизнеса, как и малого, так и среднего. Бизнес – это всегда про развитие, про экономику, про благополучие, про рост. И поэтому такие мероприятия, они очень важны. Не только как для состоявшихся бизнесменов и предпринимателей, так и для молодежи, для молодых, только начинающих бизнесменов. Для себя я подчеркнула несколько моментов. Не только знать, но и делать. Чистота перед законом – это сейчас очень актуальная тема, поскольку все меняется, рынок меняется, и предприниматели, конечно, должны быть готовы к этому. Риана всегда нам предоставляет ту информацию, которая нужна именно сейчас. Данное мероприятие объединяет единомышленников. Мы находим новые связи, новые знакомства, заряжаемся энергией. Знакомишься с какими-то интересными очень людьми, приобретаешь новых партнеров. И иногда бывает, что мы действительно действуем вслепую, а благодаря таким мероприятиям мы уже видим, что мы не доделываем, либо наоборот, что мы делаем лишнее. Новая налоговая реформа произошла, и много нюансов и подводных камней. И мы специально приехали на это мероприятие понять для себя и в дальнейшем применять в своем бизнесе. Нашей главной целью является не только встретиться и обсудить какие-то актуальные вопросы, но создавать определенные связи, которые будут работать в будущем на протяжении определенного времени, чтобы усиливать друг друга, чтобы помогать друг другу. И вот такой чат, закрытый для предпринимателей, как раз и будет решать вот эту цель.